короче, мясо, молоко, мука, рис, макароны в республике есть. Мы не будем в республике голодать. Председатель правительства Муслим Хучиев провел выездное совещание в Министерстве сельского хозяйства. Здесь обсуждали реализацию мероприятий по повышению самообеспеченности республики основными видами продукции сельского хозяйства, а также меры по решению существующих проблем агропромышленного комплекса. После совещания министр сельского хозяйства Муса Дадаев ответил на все интересующие вопросы средств массовой информации региона. Я и в предыдущем выступлении, и сейчас говорю, Министерство сельского хозяйства, вот, во главе с главой республики, над этим всегда работы ведутся. Мы можем сегодня, мы не будем в республике голодать. Вся продукция, не хватающая продукция, короче, несмотря, если даже будут приняты карантинные мероприятия, если границы России закроют, мы в республике голодать не будем. Я еще раз официально говорю, ажиотаж поднялись сами люди. У нас такое понятие, как умеренности нету. Все нужно, не нужно, мы хватаем, короче, и создаем партии. И в правительстве Российской Федерации, и в Министерстве сельского хозяйства в России, и в Чеченской Республике созданы оперативные штабы. Я еще раз, продуктов, короче, первой необходимости, короче, мясо, молоко, мука, рис, макароны в республике есть в достаточном количестве. Цены у нас, как говорят, рыночные, не плановые, а рыночные, но правительство, короче, эти цены не поднимали. Люди сами из-за этажа примерно недобросовестные, или продавцы, или же покупатели, чтобы перепродать, короче, запастись на будущее, сами искусственно поднимают цены. Только и в Российской Федерации, и других субъектов, короче, нету такого понятия, что поднять цену. Не было. Это же, говорю, это люди сами поднимают цены на продукт питания. Из того, что будет дефицит продуктов, мы искусственно создали. Если в семье, допустим, 3 человека, ему хватало 5 килограмм сахара, скажем, на год, не на год, на 2-3 месяца, сегодня 3-4 мешками хватает всю продукцию. Кто больше взял, кто-то выигрышек. Если ему не нужно, он будет его, короче, по завышенному периоду. Вот такая логика идет. Если же 2 дня назад мы не могли примерно купить мешок муки, то вчера же это же мука и на базарах везде достаточно. Соответственно, то, что не хватающих, в ближайшие годы завозили и продали. И, соответственно, цены поднимались. У нас, короче, и мука есть, и переработка есть, и кукуруза есть. Я еще раз говорю официально, не будем голодать, голода не будет в республике. Помимо этого, на сегодняшнем совещании основные вопросы и сегодня, и на совещании с главой, какие основные проблемы в сельском хозяйстве, примерно у нас же секторе, мы ежегодно обновляем, какие проблемные вопросы обеспечить сельхозтехники. Вот есть проблемные вопросы, неуплата налогов сельхозтоваров, неуплата налогов. Проблемны были неучтенные рабочие места, соответственно, над этим родом. Проблема была роста производства продукции, сельхозпродукции. Проблемные вопросы, как и все в других министерствах, есть ряда очень проблемных вопросов. Соответственно, по поручению главы республики с выездными совещаниями председателя правительства на местах эти вопросы поднимались. Задавали сельхозтовары производителя, например, если каждый думает, что он не может достучаться до власти, что он слишком высоко сидит. Сегодня, говорит, председатель правительства, вот на конкретном примере сегодня общался с сельхозтоваром. И каждый наболевший вопросы, примерно они говорили. Вот и, соответственно, у нас есть уже в пределах 20 вопросов, которые не имеют примерно лежать долго под полкой, сегодня до сроками до 1-15 апреля, до 1 июня, соответственно, которое должно Министерство сельского хозяйства этот вопрос взять под контроль и решить. Вот по такому рабочему, здоровое рабочее совещание было.